Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года для рыб. Карта недели, отношения, работа, финансы, удача недели, проблема недели, совет на неделю. Так, здесь у нас карта очень такой большой активности и часто, знаете, резкости, грубости и, может быть, очень таких ярких эмоций, которые мы не можем сдержать. Поэтому здесь вот сразу у нас идет предупреждение, чтобы вот эту энергию активности направлять во что-то важное, в работу, в новые дела какие-то, в обучение, да, в общем, в спорт, какие-то вот поездки, передвижения, если это возможно. Вот нужно обязательно эту энергию направлять верно, то есть она нам для этого и дана. Если же мы ее не реализуем, допустим, в деятельности, оставляем это в отношения, то тогда могут быть конфликты. То есть это не только отношения домашние, семейные, это могут быть любые абсолютно отношения, даже и там на работе, это могут быть отношения там с соседями, любыми абсолютно людьми. Тут нужно быть очень осторожными. Вот. И также эта карта еще говорит о том, что нужно принимать уже на этой неделе какое-то очень важное решение для того, чтобы продвигаться вперед. Нужно уже вот прям решить для себя и не давать себе возможности уходить в сторону, да, то есть нужно уже начинать действовать обязательно. А также карта может говорить о том, что кто-то из людей может вмешиваться в вашу семейную жизнь, или, может быть, какой-то сотрудник появляется у вас на работе, и он все время норовит как-то вас задвинуть, или, может быть, в ваши деньги кто-то руку запускает. То есть здесь вот может быть и такое вторжение. Нужно быть осторожнее. Также карта очень часто говорит о холодности, когда мы не отвечаем на любовь, неблагодарны. И вот тоже проблема может быть, осторожней с этим. Для отношений, для тех, кто в поиске партнера, десятка бубновая выпадает. Карта говорит о том, что здесь знакомство либо по интересам, в группе по интересам, допустим, да, через переписку, или здесь знакомство с людьми, которые у вас, ну, как бы с вами вместе учатся профессии, либо вы работаете вместе. Также эта карта говорит о том, что может быть знакомство и при передаче какого-то профессионального опыта. То есть, ну, вот здесь вот что-то такое, интересы, работа. Здесь вот может быть для вас такая встреча очень значимая. Но будет ли в этом такой большой толк, покажет время. То есть здесь нужно обязательно общаться. Вот это новые какие-то люди, которых вы вообще не знаете. Да? Это не те люди, с которыми мы уже давно работаем или вот давно знаем, у нас общие с ними интересы. Нет, это новые люди. А это также карта говорит о том, что может быть будет даже, может быть, кто-то вам напишет там смс, письмо или еще что-то такое, да, и от вас зависит, продолжать эти отношения или нет. Для тех, кто в паре, шестерка червовая выпадает, карта говорит о том, что будут ситуации, которые заставят вас подумать о будущем очень хорошо, да. Вот, кстати, вот эта карта главная, она у нас тоже направлена на то, чтобы мы подумали о будущем и уже начали что-то для него делать конкретное. И вот, возможно, отношения тоже с этим связаны. Карта говорит о том, что здесь очень важно, вот, чтобы у вас были общие планы с партнером. Может быть, у вас были какие-то планы, а сейчас они, ну, как бы изменились, да, или там под действием того, что в мире происходит, они уже не работают. И вам нужно
чтобы у вас новые совместные планы появились, это, в принципе, для вас очень важно. Может быть, вы вместе будете работать, может быть, у вас будет совместный там бизнес, допустим, семейный или еще что-то такое. Но в любом случае, вот карта очень хорошая, она настраивает на исполнение каких-то желаний, но и заставляет задуматься о будущем. И откладывает на будущее какие-то очень важные для вас вопросы. То есть можно о них договориться, а осуществляться они будут позднее. Но также по этой карте очень часто хорошие очень такие взаимоотношения между людьми, когда один из партнеров очень как бы превозносит другого, да, но вот здесь опасность того, что второй партнер может загордиться, то есть нужно как бы, чтобы все в меру было, нужно все-таки, чтобы оба партнера были на одной высоте, чтобы не было проблем. Также по этой карте очень часто может быть какие-то встречи с, может быть, близкими, с друзьями, да, которые вот как-то разнообразят жизнь. Теперь работа. Для тех, кто в поиске работы, дама пиковая выпадает. Карта говорит о том, что есть возможность быть устроенным на работу, но не самостоятельно, а с помощью каких-то людей. То есть те люди, которые, может быть, могут вас работой обеспечить, либо те люди, которые могут вам, за вас слово замолвить, да, перед кем-то. Эта карта также связана с сферой денег. Может быть, у вас как раз специальность такая, там экономист, бухгалтер, там, да, вот те, кто считают, те, кто связаны с финансами, с деньгами, это как раз очень удачное время для устройства на работу. И также, если вы там продавец, если вы, может быть, с красотой работаете, там женские какие-то темы, допустим, там стрижки, маникюр, в общем, все, что касается женской темы, это тоже очень удачное время для устройства на работу. Теперь у нас те, кто имеют работу или у кого свое дело, туз бубновый выпадает. Здесь какое-то очень важное событие происходит. Либо вы проект какой-то заканчиваете, либо хорошую сумму денег получаете, либо какой-то человек приходит к вам очень важный и известный, который вас может рекламировать потом другим людям, да, то есть очень важная такая тема. Кроме того, здесь может быть начало каких-то проектов, которые вам очень нравятся, то есть вам очень нравится этим делом заниматься, и вы просто вот как бы счастливы, радуетесь, да. А также это карта инвестиций очень хороших, очень выгодных вложений. Карта, когда хорошо себя рекламировать, когда хорошо на публику говорить, записывать какие-то видео, допустим, рекламные или еще что-то в этом роде, через там социальные сети, допустим, что-то продавать, либо, допустим, какие-то проводить, как это сказать-то, консультации, допустим, да, через интернет, через средства связи. Может быть, хорошее время для того, чтобы выставку какую-то организовать для своих услуг или для своих товаров. Опять же, эта выставка может быть там на вашей странице в интернете, в вашей группе или еще как-то, да. То есть вот нужно как-то показывать себя лицом. Также это карта приобретения каких-то престижных вещей, может быть, для работы, да, чтобы вы как-то статуснее выглядели. В общем, в принципе, здесь очень хорошая неделя для рыб в этом плане. Для денег. Те, кто на зарплате, восьмерка пиковая, говорит о том, что здесь все зависит от того, что в обществе происходит. То есть как у всех, так и у вас. Всем дали работать, и вы работаете, получаете зарплату. Допустим, один закон для всех запрещающий и для нас запрещающий. То есть вот здесь вот как-то влияние общества. Это раз. Во-вторых, здесь очень многое зависит от ваших связей, коммуникаций, от тех людей, с которыми вы уже раньше работали, да, то есть очень много здесь зависит от окружения, от вашего. Вот чем больше вы общаетесь, тем больше у вас денег. То есть это не зарплата, это, скорее всего, вот сдельная какая-то оплата.
Теперь девятка бубновая для тех, у кого свое дело, да, карта говорит о том, что вы можете за один раз получить очень большую сумму. Допустим, здесь большая какая-то сделка, да, или, допустим, вы закрываете какое-то направление у себя, которое раньше вам приносило доход, которое дало вам вот известность, имя, в котором вы хороший профессионал, но вот в данном случае вы, допустим, не можете это реализовывать, вам нужно как-то переводить это в другую плоскость. Допустим, это то же самое направление, но уже совершенно по-новому у вас способы зарабатывания денег, да, вы, допустим, переводите это либо в интернет, либо еще как-то, может быть, модифицируете здесь, да, и деньги, естественно, тоже у вас по-другому зарабатываются, по-другому к вам приходят. И поэтому вот на этой неделе вот такой может быть момент, когда вот сама вот эта перестройка происходит, да, когда вы одним способом деньги зарабатывали, потом другим. Но в любом случае здесь может быть какая-то ситуация кризисная, да, но это все временно, это все решится. Удача для рыб на этой неделе, валет трефовый. Карта говорит о том, что удача, скорее всего, в каких-то как раз критических ситуациях. То есть вот то, что сейчас происходит, оно в конце концов должно быть вами обращено на благо вам же. То есть вы должны это использовать для себя, вот эти все ситуации, которые сейчас происходят. Все, что меняется, да, это все вы можете использовать на благо. А также эта карта предупреждает о том, что мы можем держаться за вот привычные какие-то методы, а удача в том, чтобы мы отклонились от привычного, от вот этой нормы, которую мы привыкли нормой считать. И может быть здесь какой-то новый взгляд нужен. И также карта предупреждает, что нужно обязательно хорошо общаться с людьми, от этого зависят наши дела и деньги, и наши близкие отношения, личная жизнь. То есть не нужно здесь спорить, не нужно ссориться, потому что для нас это очень невыгодно сейчас. Проблема девятка трефовая. Карта говорит о том, что проблема в том, что мы, скорее всего, за какой-то занятостью не видим чего-то нового, новых возможностей, или зарыли свои таланты, допустим, делаем так, как привыкли, как все делают, а вот как-то индивидуальность свою не проявляем. То есть в этом тоже может быть проблема, и это, может быть, как раз поможет нам решить ситуацию. Также карта говорит о том, что проблема в том, что мы, может быть, где-то хитрим, где-то обманываем, где-то мы не искренне действуем и стараемся людьми манипулировать. Это тоже может быть проблема. Либо нас кто-то обманывает, и мы не видим ситуацию так, как она есть, и тоже в этом проблема. Теперь совет на неделю, десятка трефовая. Это карта больших денег. Это карта больших возможностей, высокого статуса, а у нас как бы много карт об этом говорит. То есть рыбам нужно подумать на этой неделе вот о максимуме. То есть не нужно соглашаться даже для себя, даже внутри себя на какие-то мелкие цели. Не нужно думать о том, что вот я сейчас просто проживу это время, и мне лишь бы только выжить, мне лишь бы только выкарабкаться. Нет. Нужно ставить как раз максимум цели, да, то есть в деньгах, в достижениях по работе. В общем, нужно вот именно для себя поставить такие очень высокие цели прям надолго. И это для вас очень важно, то есть это поднимет вашу энергетику на совершенно новый уровень, и вы будете совершенно по-новому реагировать на ситуацию, чем если вы будете просто ждать улучшений, которые от вас не зависят, да? То есть здесь нужно какие-то вот планы такие высокие, планку высокую для себя установить. Кроме того, эта карта у нас еще какой-то внезапной удачи. Нужно вот настраиваться на то, что даже если вот сложно все равно вам может повезти. Вот такой вот призыв вам. И вообще вот это у нас карта бизнеса всегда, да, это не только личные средства, но и вот то, что у нас в обороте. То есть нужно вот
подумать, как вам лучше зарабатывать, какие новые пути избрать. Может быть, вам нужно привлечь к этому там администрацию или какие, ну, закон, допустим, или бы людей, которые у власти стоят, может быть, как-то задействовать. Вообще карта, которая говорит о том, что вам, возможно, потребуется поддержка и не нужно ну, как бы надеяться только на себя, можно вполне рассчитывать и вот на поддержку таких людей. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья, радости. До новых встреч!